Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана поручил обеспечить готовность к хлопкоуборочной эстраде. В Ашхабаде стартовал инвестиционный форум TIF-2024. В Туркменистане сменился председатель Госагентства по управлению строительством автодорог и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел рабочее совещание с участием заместителя председателя Кабинета министров Атахалыева и Хакимов Вилаятов, на котором обсудили ход сезонных работ в агропромышленном комплексе и регионах страны. Особое внимание было уделено подготовке к хлопкоуборочной эстраде, которая начнется 11 сентября. Президент поручил проверить готовность приемных пунктов, комбайнов и автотранспорта, чтобы обеспечить сбор урожая без потерь. Президент Туркменистана освободил от занимаемой должности председателя Государственного агентства по управлению строительством автомобильных дорог Сердаргельды Йоламанова. Другим указом глава государства назначил Хангельды Керимова новым главой госагентства. Сегодня в ашхабадском отеле «Йылдыз» начал свою работу инвестиционный форум Туркменистана, который станет важнейшей международной площадкой для привлечения инвестиций в экономику страны. Организаторами мероприятия выступают Министерство финансов и экономики, Министерство иностранных дел и Торгово-промышленная палата Туркменистана. В форуме принимают участие члены правительства, руководители министерств и ведомств страны, главы дипломатических миссий, а также авторитетные эксперты и представители ведущих национальных и международных компаний. Инвестиционный форум Туркменистана завершит свою работу 11 сентября. В Государственном русском драматическом театре имени Пушкина при полном аншлаге прошла премьера спектакля «Ящерица» по произведению Александра Володина. Главные темы спектакля – патриотизм, зарождение дипломатии, любовь и толерантность. Девушка по имени Ящерица внедряется в чужое племя с целью разведать секрет изготовления луков и стрел. Живя среди чужаков, она видит много всяких новшеств, из которых происходит ряд забавных эпизодов. Режиссер-постановщик спектакля – народный артист Туркменистана Какаджан Аширов. На первой встрече послов страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, Центральной Азии и Монголии в Брюсселе Туркменистан выступил с инициативой по укреплению межрегионального сотрудничества. Посол Туркменистана Сапар Пальванов предложил создать постоянный механизм взаимодействия, включающий регулярные встречи на уровне министров иностранных дел, а также организацию торговых форумов и культурных обменов между странами двух регионов. Международный университет нефти и газа имени Якшигильды Какаева и Грузинский технический университет намерены подписать меморандум о сотрудничестве. В ходе прошедшей онлайн-встречи стороны обсудили вопросы укрепления двухсторонних отношений в сфере культуры, образования, науки и расширения партнерства между учебными заведениями двух стран. Президент Франции Эммануэль Макрон продвигает идею установки современных витражей в соборе Парижской Богоматери, несмотря на единогласное несогласие французской национальной комиссии по культурному наследию и архитектуре. Эксперты утверждают, что замена неповрежденных оригинальных витражей противоречит Венецианской хартии по сохранению исторических памятников, принятой Францией в 1965 году. Несмотря на петицию против замены витражей, подписанную почти 160 тысячами человек, и критику необоснованных трат, Макрон настаивает на своем решении. Он считает, что современная эпоха должна найти отражение в облике собора наряду с другими историческими периодами. Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон объявила о завершении курса химиотерапии в борьбе с раком. В своем обращении она поделилась чувством облегчения и рассказала о трудностях, с которыми столкнулась ее семья за последние 9 месяцев. Кейт подчеркнула, что хотя химиотерапия завершилась, процесс выздоровления и восстановления еще продолжается. Она намерена жить каждым днем и делать все возможное, чтобы оставаться свободной от рака как можно дольше. Принцесса выразила благодарность за поддержку, любовь, которую она получила. Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Туркменистана Атаак Мамедов принял участие в 44-й Генеральной ассамблее Олимпийского совета Азии, состоявшегося в Нью-Дели. Во время мероприятия прошли выборы на должности руководства организации и вице-президентов по регионам, а также членов исполнительного комитета. На пост президента OCA был избран Раджа Рандхир Сингх из Индии.
В своем выступлении он подчеркнул единство азиатского спортивного сообщества, заявив: «Азия – это одно целое, одна семья». Во время ассамблеи также обсуждались важные вопросы развития спорта в азиатском регионе, включая улучшение спортивной инфраструктуры, поддержку инклюзивности и привлечение молодежи. Заместитель председателя Государственного комитета по физической культуре и спорту Туркменистана Сердар Атаев посетил Поволжский университет физической культуры, спорта и туризма. В ходе визита Атаев ознакомился с деятельностью и инфраструктурой университета, включая учебно-лабораторный комплекс, музей универсиады и современное оборудование научно-исследовательского института, уделив особое внимание фиджитал-центру. Экскурсию по вузу провел директор НИИ Алексей Зверев. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркмен-портал ваш самый надежный источник новостей.